Початок номер 223. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Ласка Бога нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. І Духом Твоїм. Сердечно вітаю всіх на этой недельной святой мши. Приходим до Пана Бога, как Он наполнил наше сердце радостью, супокоем и как научил нас любови один до одного. Перепросим Бога за все наши грехи, как мы водно могли скласти в эту наисвятейшую охрану. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушинком и завербами. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, за всюди Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. нехай змилуется над нами Бог всемогутний и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вершині Богу, а на землі спокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей,
пресный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, я Тебя грешна себе, грехи свету, смилуйся над нами. Я Тебя грешна себе, грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворученца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвищейший, Иису Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже наш Отче, Ты в литости и милосердности наибольш проявляешь свою всемогутность. Спосылай нам завсёды Твою ласку, как мы праз досконалое христианское життя на землі досягнули обетованного счастья в небе. Праз Пана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает у едности Духа Святого, Бог през все веки вечные. Что не приедет, перед ним пришел пан у облаку и говорил с Моисеем. Взял от духа, який був на нем, и дал 70 старейшинам. Они старшил на их дух, стали пророчить, але потом перестали. Двое мужчин застало еще в лагере. Меня одного назад, а другого назад. И на них сошел дух. И они были записаны, только не пришли в шатер, и пророчили яны у лагеря. Тады прибег Иван и поведомил Моисею, солдат и не дат пророчить у лагеря. У отказ Иисус, сын Илина, слуга Моисея, от молодости своей сказал: Моисей, пане мой, забрани мне. Але Моисей сказал: не равнуешь ты за меня. О, об всем народе Пана были пророками, как Пан дал им своего духа. Это Слово Божие. Дякую Пану. Загадив Пана справедливия і радують серця. Загадив Пана справедливия і радують серця. Закон Пана досконалий, умацовує душу. Свідчення Пана вірное, я надаю мудрость простим. Загадив Пана справедливия і радують серця. Болезнь Божия беззаконная и вечно тревает. Присуды Пана правдивые и все справедливые. Загадив Пана справедливия і радують серця. Слухай Твой научений ими, и узы заховай великой узнагороды.
послание святого апостола Якова. Но теперь вы, богатые, заплачьте и загасите над вашими несчастьями, что приходит до вас. Богатие ваше с гневом, и в обратку вашу подальше огонь. Золото ваше и сребро поржавело, и ржавее засвечивается от вас, и съесть целые ваши, як огонь. Вы собрали скарб у божні дні. Ось ключ оплати, якою ви затримали працівникам, що жали полетки ваші. Крик жнецов дійшов до ушей пана могуця. Вы жили на земле в распусте и роскоши. Вы насытили сердце ваше один заразу. Вы осудили и забили справедливого. Я не сухотили села. Это слово Божие. Дякую Пану Богу. Слово Твое, Пане, это правда, освети нас в правде. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Богу Марка. У той час Ян сказав Єсусу: «Наставник, ми бачили чоловіка, який у ім'я Твоє виганяв злих духів, і забороняли йому, бо не ходив з нами». Єсус же сказав: «Не забороняйте йому, бо ніхто, хто учинив цуд у моє ім'я, не зможе одразу почати злословити мене. Бо хто не супроть нас, той з нами. И кто напоит вас кубком воды у имя того, что вы Христовые, соправды кажу вам, не стратить свою вознагороду. А кто спокусить одного з малых этих, які вірять у мене, тому лепше було б, как повісили йому на шию млиновий камінь і кинули його в море. Коли спокушає тебе рука твоя, отсечи її. Лепше тобі калекою войти в життєм, чим з двумя руками йти в гієну, у огоні не погасне. І коли нога твоя тебе спокушає, отсечи її. Лепше тобі войти в життя кульгавим, чим з двумя ногами бути кинутим у гієну. І коли Бога твоє спокушає, вирви його. Лепше тобі з одним боком войти в володарство Божие, чим маючи два боки быть кинутым у гиену, где червяк их не помирает и огонь не гаснет. Это слово Пана. Евангелие было серьезное. И, глядячи на эту всю серьезность, хотел бы на початок задать кожному серьезное питание. Чи хочете трапить у небо? Хочете попасть в небо, где человек весь час счастливый, но никто не хочет? Ну так радостно, голову, гучно, треба сказать эту речь, что каждый из нас хочет быть у неба. И, напевно, у небе хтось живе. Як ви думаєте, хто там уже есть? Ну? Самолеты. Ну, молодець. Пан Бог, хто-то пригоже сказав. Хто ще? Ангели. Молодці. І ще хто? Святые. Вельми пригоже. И сярод этих трех названий, что вы сказали, и самолетом, конечно, есть такие особливые Божьи створения, якими есть ангелы. Чому сьогодні буду говорити про ангелов? Бо 29 вересня припадає таке особливе свято. Хтось ведає, якое? Ну,
По глазах вижу, что знаешь, как сказать боишься. Ну, кто знает, молодежь. Ну вы по-любому. Святого Архангела Михала, Рафала и Габриэля. Молодец, хоть и стеснялась. Поэтому сегодня я хотел звернуть увагу менавіта на гэтага галоўнага анёла, які ёсць у небе. Святого Архангела Михала, якога імя тлумачыцца Михаэль. Хто ж, калі не Бог? Ведаем яго вельмі добра, ведаем, што стаў у абароне праўды, ведаем, што он стаў на стороне Бога, стаў попросту тым, хто ўвесь час змагаецца за наше счастье, за наши души, за наше избавление. И сегодня хотел бы, глядячи на гэтага нашего святого Архангела Михала, так поглядеть, что мы у него так само повинны наследовать, какие особливые рысы святый Архангел Михал мае. И привез сегодня такие особливые речи сегодня. Как вы думаете, что это такое? Кто не видит сдалек, то подойдите ближе. Можно будет потребовать в руках корону святого Архангела Михала. С этого боялся снимать, с другого снял. Ну, кто хочет, на, подержи, будешь его держать. Видите, хотите сюда ближе, так, он, подвернись и держи. Есть эта корона особливая. Бо кто добре ведает, есть два вида корон. Одну, якую носить король. Яна такая открытая корона, и эту носят володари. А эту мы бачим трошку яна іншая. Яна закрытая и обозначает, что ее носят трошку хтось іншае, князі. И оно, эта корона показывает, что сапраўды Михал Архангел является князем, як еще больше говорится, князем войска небесного. Бо ён ёсць той, хто не понад усімі, бо Бог найважнейшы ёсць, і гэта Бог належыць гэтая корона уладання над усімі. Але Михал Архангел ёсць тым, хто ёсць падуладны пану Богу, і таксама ёсць тым, хто попросту ёсць галоўны сярод анёлаў. І ведаеце, гэтая пастава і гэтая корона вучыць нас аднаго, што ніколі мы не можам быць больше понад Бога, и николи мы не можем быть ровны Богу. Бо только Бог уладар, а мы можем быть Божьими князями такими. И в нашем житии мы повинны стараться быть такими князями. Конечно, корону всем не раздам, такие красивые, бо столько не найду, але старайтесь в своем житии сапраўды это показывать. Бо князь это той, кто есть добрым человеком, які заўсёды готовы оборонить, які заўсёды готовы стать на стороне правды, які заўсёды готовы допомагать. Что еще такого особливого бачите у святого Архангела Михала? Меч. Вельми добре. Має меч. Тоже от этого боялся забирать. Тримай. Ага, все. Маем другие символы. Руки не валять. Не, хорошо, добрый Марк. Справляешься. Маем другую меч, який перед усім нам показывает то, что Михал Архангел перемог самого дьявола. Дьявола, який ходить и хочет нас, можно так сказать, скушать. Хочет нас звести на свою сторону, как мы не были счастливыми, хочет, как мы жили у греху. И поэтому в этой борьбе, якая колись отбылась в небе, святый Архангел Михал стал тем, кто перемог. И хочет так само допомагать нам у штоденном житті, оборонять веру. И поэтому не раз нам треба взять вот такой меч. Коли почуем, что хтось смеется с Пана Бога, смеется с верных, то треба сказать, что в этом не в порядку, что мы верующие и вельми попросту гордимся этим, что мы такими являемся. Треба не раз сказать, коли бачим, что хтось дрэнна штось робить, сказать, что не можно так. Треба робить добро и треба оберегать один одного. Далее, что еще мы бачим у анёла Михала Архангела?
Весы тут нету. Цепь, дьявола. Еще что-то там сзади такое золотое. Крылышки, хорошо. Давай руку. Так, подними ручкой. Так, сейчас оденем. Будем. Так. Все, держу. Все. Опа. Ну что, похожи? Похожи почти. Белые крылышки, молодец. Так что анёлы мають стоя, що як гэта усе паказваюць альбо артысты, альбо скульптары, што анёл мае крылья. Які сапраўды, я не знаю, бо анёла яшчэ не відзеў сапраўдна. Як убачу, то вам раскажу. Але крылья яны паказваюць перадусім тое, што трэба быць у жыцці хуткім, бо анёлы дапамагаюць ісці хутка, перамясціцца. І перадусім гэтыя крылья дапамагаюць анёлам, каб хутка нам прыйсці з дапамогай. Поэтому кожны з нас мае свайго анёла-ахоўніка, які ходзіць за намі, памагае, суцешвае нас. Кожнаму пан Бог папросту даў гэтага анёла-ахоўніка, каб дапамагаць. І поэтому сапраўды наследуйце гэтых анёлаў-ахоўнікаў, бо мы у нашым жыцці, у нашых сем'ях таксама павінны быць адзін для аднаго анёламі-ахоўнікамі. Анёл, як мы бачым, гэта той, хто жадае добра адзін для аднаго, хто гатовы прыйсці дапамагчы, хто любіць адзін аднаго. Поэтому з нашага тут міні-архаёла Міхала трэба браць прыклад, наследаваць яго. І хацеў, каб мы разам, дзеці, цяпер адгаварылі вельмі знаную нам малітву да анёла-ахоўніка. Маю надзею, што вы яе знаеце. Анёле Божа, ты заўсёды будь са мной, ранкаў, вечара і ўначы, Будь ласкавы, памагчы, змагаць духа злога, верна служыць Богу, душу цела сцеражы, да жыцця вечнага вядзі. Все, меч заберу, я это заберу, с крылышками можно им шибануть. Вызнаем нашу веру, веру одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Бога все сталось, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованы так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, погодный Писанием, и взошел на небо, сядить праворучие Отца, и снова придя в хвале, судить живых непомерных, и его владарствовать не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворця, які за Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв про справу, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаем один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Богу, які закликає нас до навертання, каб обновить и умацевать нашу веру, вознесем покорные молитвы. Молимся за святый костел, как он был сопроводной семьей детей Божьих. Тебе просим,
Выслухай нас, Пане. Молимся за нунцию, аби іх апостольська дійність допомагала як місцевому, так і повсюдному костьолу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о спокое во всем свете, чтобы все люди жили в згоде и любви. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу Айчину, чтобы все еже хоры жили в братней любови и згоде. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які повинні приймати вельми відказне рішення, щоб вони завжди керувалися своїм сумлінням. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраних, щоб ми були готові до ахвярів, яких потребує від нас віра в Ісуса Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши молитвы и учения, как мы, живучи на земле, імкнулися до вічних коштовностей, і у Тебе шукали допомоги праз Христа Пана нашого. Амен. Все мое життя, і тебе рядой, на засові, это мое сердце погляди, ты любовь моя, одинная. Я верую по нему, все мое життя, и тебе рядой, на засові, это мое сердце погляди, ты любовь моя, одинная. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Милосердный Боже, прими нашу веру и учени, как прозрей открылась для нас граница всякого благословения, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами, гору сердце, подякуем Пану Богу нашему. Правды годна это и справедливо, слушна и сподобенна, как мы завсюди и всюди Тебе складали подяку. Пани святый Ойче, усемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, боем злитости до грешного человечества, народился с Панной Марией, про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами и арханёлами и с усими святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Господа на вышине, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Господа на вышине. Соправды Божа Ты святым, крыница всякой святости,
Таму єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў кіліх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маё, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твою присягу хвале. Вспоминаючи смерть и мертвых повстание Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и хлеб исполнения, дякуючи, что учинил нас Богами стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молимся веков усіх нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Казимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечнай, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзефом і Євраніком, са святымі апосталамі, са святым архангелом Михайлом і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праславлялі Цябе праз Сына Твайго, Jesúsa Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечная. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего штуденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього слова. Дай ласкаво супокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и закованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи
и Христе Збавца нашего, Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, яхай завсёды буде с вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи света, благословенный, покликанный на вечеру любовь. Аминь. Я не рад, а Ты вошел в меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Огни свои молчания, стременил милый Господи, закрыли мою тему. Огни свои молчания, стременил милый Господи, закрыли мою тему. Огни меня, как я Христа неба. Огни меня, как я Христа неба. Благослови меня, пожалей, помешти по правде. Благослови меня, пожалей, помешти по правде. Огни свои молчания, свидание белой Господи, заверни мою тему. Век тишайший, огни свои молчания, свидание белой Господи, заверни мою тему. Отреши меня, я застануся. Отреши меня, я застануся. Разве ты, кто не верит в свое правление? Разве ты, кто не верит в свое правление? Тишайший, огни свои молчания, сияние белой Господи, заверни мою тему. Век
продели, подожди, правде, благослови, подели, подожди, правде. Наитяжейший, оборни свои глазами, стремление белой хвосты, закали мою тему. Наитяжейший, оборни свои глазами, стремление белой хвосты, закали мою тему. Номер 236. Моя полоска совсем с нами, а я умилась на любви. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прославляйте Его все народы, слушай песни Его воспевайте. Моя ласка совсем с нами, моя милость на любви. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прославляйте Его все народы, слушай песни Его воспевайте. Моя ласка совсем с нами, а я милость на любви. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Молимся. Всемогутный Боже, некой наисвятейший сакрамент, обновить нашу душу и тело, как мы могли стать спадкоемцами хвалы Христа, з яким разом терпим, обвящаючи смерть ягоную, який живий і владалець на веки вечные. Объявы душпасторские. 27 вересня у понеділок успомин святого Вінцента де Поля святара, 28 вересня у вівторок успомин святого Вацлава мученика, 29 вересня у середу свято святого Михаила Архангела, опекуна Минско-Могилевской провинции Костела и конгрегации святого Архангела Михаила, до якої ми з князем Яном належимо, а так само святых Гавриэля и Рафала Архангелов. 30 вересня у четверг успомин святого Єроніма, пресбітера і доктора Костела. 1 кастричника у п'ятницю успомин святой Терези от Дитятка Єзус, Панны и доктора Костела. 2 кастричника у суботу успомин святых ангелов-охотников. А тепер увага. Так звернуть увагу более ще. 29 вересня есть особливое свято. У этот день припадає 100-я годовина затвердження нашей конгрегации святого Архангела Михаила Михалитов. И поэтому для нас это особливый с князем Яном день, и это для нас урочистость. Поэтому у этот день святые мши будут у нашей каплице у 8 годин раницы и у 18 увечері. Потім буде свята мша отпустовая у 19:00 у Гатова, у парафії святого Архангела Михайла, якою узначалить біскуп Юрій Кособудський. У нашій парафії головне святкування
будуть 2 кастричника у суботу у 17:00, подчас якого відбудеться неприсвяткування відпуст, біжмування і так само подяка Пану Богу за 100 років конгрегації Святого Архангела Михайла. Урочистості узначалить біскуп Олег Буткевич, біскуп Вітебський. 2 кастричника у суботу у 17:00. Сердечно з ксьондзом Яном усіх запрошає. Бо всі діти на день рождения люблять сходити, ні? Ну то день рождения Михайліта у 100 років сердечно запрошає. У наступну неділю о 12 годині відбудеться годовина першої святої комунії. Сповідь для дітей, які год назад приступили до першої святої комунії і їх батьків, відбудеться у суботу 2 кастричника у 12 годин. От 20 до 28 вересня, після кожної святої мші вечірньої, відправляється новинна перед урочистостю Святого Архангела Михайла. У п'ятницю 1 кастричника розпочинається руженцове набожество. У нашій парафії будемо його відправляти кожен день перед святою мшою вечоровою 18:20. Пам'ятаємо про слово Марії у Фатиме. Дети, щоденно молитесь на ружанце, как выпросить супокой у свете. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Єсуса у найсвятішому сакраменті у інтенції нашої родини. У четвер адорація буде з 14 години до 21, інший днів від 14 до 19 години. На гэтым тижні припадає перша п'ятниця місяця, день молитваў до серця Єсуса, і перша субота місяця, день молитваў до Маті Божої. Припоминаю, что в нашей парафии розпочалася катехеза для детей и молоді. Великая колькость приходит, вельми добре, что у нас сапраўды великая парафия. Звертаемся с просьбой записываться на дежурство у кожную суботу. Так само есть новые часописы для детей «Водограй», захвачую их набывать и читать. Дякую за дарование на будову святыні, за супольную индивидуальную молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці, особливим жінам, які зробили суботник у нашій каплиці, так приготувати усе до відпусту. А так само тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає і народив дітей. Помолимося за добродіїв, віродавців нашої парафії, а так само об нових добродіях будівництва, санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного поособку опеці Маті Божої Руженцової. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молитвами нашими, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюду. Панна хвалебная и благословенная, о Пане нашем, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Поговорили мы сегодня только про анёлов, и маю надею, что все в хате будут як анёлы. Примите Божие благословение. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуем Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить сам Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас богудушствують на світі. молодь, яка приготовляется для бежмования, попрошу застаться на минутку после святой мши. Святый Боже,
святый мостный, святый весь народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мостный, святый весь народный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый мостный, святый весь народный, смилуйся над нами. От пожару, от войны заразы, храни нас, Боже, от раптовной и неспасенной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, всякие Бога просим, выслухай нас, Боже. Тебе не Боже, землю ветер, землю ветер, тут видел бачу, славление свято. Тебе не Боже, землю ветер, тут видел бачу, славление свято. Боже, я верю, Боже, Тебе шукаю, Боже, души свято, услышу мой голос от Тебе. Голос добрый, Ты не покинешь, любовью притули до сердца своего. Голос добрый, Ты не покинешь, любовью притули до сердца своего. Боже, навеку, Боже, Тебе шукаю, Боже, души свято, услышу мой голос от Тебе. Темные долины, я не заблукаю, я Тебе не помню, Россия моя. Темные долины, я не заблукаю, я Тебе